Продолжается рабочая поездка главы Башкортостана Ради Хабирова по Гафурийскому району. Руководитель региона уже поручил реконструировать сельскую врачебную амбулаторию в селе Саидбаба, проработать варианты решения проблемы пешеходного моста через реку Зелим между деревнями Имендяшево и Таш-Асты, пригласил предпринимателей, которые выращивают птиц на территории района, на инвестчас в Уфу. Дальше по плану республиканский Красносольский детский санаторий. Его открыли в 1957 году. Первоначально он работал только в летнее время, но теперь лечиться здесь можно круглый год. Добрый день! Вот это главный корпус, да? Да, это главный корпус. У нас три корпуса, первый, второй, третий. Третий корпус лечебный, вот, спальные корпуса, первый, второй спальные корпуса. Так. Мы хотели показать вам пищеблок, так как у нас тесновато все-таки. Поэтому вот обеденный зал. Здравствуйте. 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 Обеденный зал для 300-400 человек маловато. Поэтому... То есть вот эта проблема, да? Ну да, вот один из моментов. Есть предложение, вот можно построить, скажем, пристрой с левой стороны, вон с той стороны, такой, как бы у нас имеется. Вот к этому зданию, если пристрой сделать, такое мнение есть пока. Вкусно кормите? Да. Все съедают, нет? Да. Нормально, да? Добавка. А добавка-то бывает? Им добавка нужна в это время. Спасибо большое. Сами не болейте. Спасибо. Что-то не предлагают обедать, а? Вот так называемый, опять, санаторию 57-го года, санаторий, вот такой маленький. Да, весь бассейн, ага. Да, такой маленький бассейн, вот, наболевший вопрос, так называемый. А это бассейн, вода лечебная или просто вода? Просто вода. Простая. Да. Ну, то есть они просто поплескаться, да? Да, простая вода. Вот у нас с этой стороны территория огромная, большая. Если возможно, скажем, строительство бассейна с оздоровительным комплексом или с спортивным комплексом или физкультурным залом. 200 детей, а так 400 бы, да? Да. Ну да. Так-то у нас вот по мощности 265. Но вы забиваете 400, да? Да, до 400. Открываем еще 2 отделения дополнительно. Ну, в итоге... По сколько человек в комнате живут? Ну, пока 2-3. Двое-трое. Да. А здесь есть какой-то профиль заболевания именно? Есть или профиль общий? опорно-двигательный аппарат. Опорно-двигательный, да? Гастроэнтерология, дерматология, 3 вида. Ну и педиатрию там 30 коек у нас есть. А так вот коек 190. Ну и 65 коек, так называемые взрослые отделения, мать и дитя. Мне бюджет. И хочу вам показать вот эту палату. Я пока одну палату сделал. Вот сюда. Давайте. А коляска-то сюда не проедет? Да. Ну, уберем? Да. Ага. Это вот, ну как образец, да? Да, вот, допустим, вот это, организовали эту палату примерно на 900 тысяч. 865. Мы были сейчас на свои деньги купили вот это кресло, кровать, почти 900 обошлось. Ну, вот там со всеми удобствами. Ну да, это вот получается, да. Да. У вас один такой номер? Да, пока один такой. Когда начинаете все принимать? Вот с родителем, да? Или как? Ну, с родителем можем, хоть как можем. Хоть как, или, да? И можем дополнительно. Вот кровать имеется в виду для ребенка, для родителя. Ну, отсюда взаимосвязано. У нас лифт когда-то закрыли, так и в закрытом виде стоит. Лифт? Да, в лечебном корпусе. И вот взаимосвязано, говорю. Вот это дело я собираюсь развивать дальше. Вот у нас здесь 4-5 палат дальше. А здесь отсюда на коляске выезды есть все, да? Есть, да, выехать можно. Ну, конечно, желательно бы, конечно, не лежащих, а более-менее ходящих, Ходящих. конечно. То есть да, не коляски ходячие, да? Да. Так-то вот пока планируем вот эти дополнительные палаты, еще в дальнейшем собирается тоже обустраивать.
Вот этот корпус, Здравствуйте. лечебный корпус. Здесь у нас расположен, ну, кабинет уже начали. Вот здесь фитобар имеется. Можно показать, вот, где чаем лечим. Можно выдвинуть чай. Здравствуйте. Здравствуйте. А, да, фитобар здесь, да? А я фитобар, так называемый. Дальше вот водолечебница у нас. Здесь вот имеется шахта, так называемая, соляная шахта. Соляная шахта. Да, вон там дальше. А тут у вас как осуществляется вот вообще поступление по направлениям или там покупают на рынке? Мы же бюджетные путевки даем Минздрав через РДКБ. Через РДКБ, да? Они распределяют по всему району, по всем районам. Распределяют. Ну, здесь вот часовые отделения. Это, А тут лечебная часть, да? да, лечебная часть. Жемчужина Ивановна. Жемчужина Ивановна уже. Простые ванны, количество 10 А штук. вот, учебный процесс как у вас? Не делаете больше? Консультативную помощь оказывает. Консультативная Да, просто. да, консультативная. Лечение, да. Нет, я имею в виду, тут же и круглогодично вы Да, работаете. да, да, да. То Круглый есть год. дети, которые приезжают во время учебного периода, они Да, да, да. консультации Да, получают? да, получают этого никак. Комната отдыха, лечение отдыхает. Физкабинет полностью у нас. А с этой стороны вот грязь лечебница. Вот и на грязь. Здравствуйте. 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 Вот такие у нас кабины, кушетки. Здесь мы местные Обертывание же, да? Обертывание здесь. Здесь местные делаем. Обертывание. Ага. Что же делаем дальше? 17 кушеток, одновременно принимаем 17 детей. Вот так отделение большое. А. Так дальше можно посмотреть. И вот вручную это работает сюда? Вот он. Ну и так далее. Ну, стараемся. Вроде все просятся на эту грязь. Ну, Что? Лечебный корпус попасть. Вот здесь мы замуровали пока лифт. Вот здесь. Пока. Ну, проектно-сметную документацию уже сделали. я по вам отдельно совещание соберу по санаторию вашему Хорошо. с приглашением. Посмотрим. Уникальный санаторий просто. Да. И Сколько человек здесь работает? 148 на сегодняшний день. Ну, кроме декретников пока. Да, да, да. Ну, где-то там 15 человек. А так 182 штатное расписание. Территория туда еще идет, да? Ну, да, это огромное. У нас 12 гектаров. А, большая, да? Да, 12 гектаров. Даже и вот Ленина сохранили. Мы на историю внимательно смотрим историю. Я говорю, отдельно по санаторию совещание там соберем, подумаем, что как. Все, надо прийти уже там. Один раз может зайти там через год или когда. Чай не предложили? Нет, спасибо, времени нет. Зарахмат. А то у нас диет питания же у детей. Попробовали бы? Спасибо. Ладно, Спасибо. спасибо. Спасибо, до свидания. Спасибо. Час главы. Это совещание стало уже традиционным в рамках рабочих поездок главы Башкортостана Ради Хабирова по региону. В Гафурийском районе, как и у соседей, проблем хватает. Основное – дороги, поддержка предпринимателей, ремонт поликлиник и больниц. Адиль Фаевич, спасибо большое за работу. Я давно хотел приехать в район. Район развивается. Довольно интересный проект у вас есть. Но и совершенно точно я для себя понял, что, наверное, мы вам должны больше помогать. Поэтому вот те планы первые, то, что по дорогам мы вам поможем. Значит, по дорогам. Второе, по вашему предприятию, сельхозпредприятию «Восход», мы сразу на инвестиционный проект и, соответственно, подключим республику к этой истории. В деревне Саид-Баба мы договорились, что врачебную амбулаторию полностью давайте отремонтируем, сделаем капремонт.
Спасибо. Люди просят. Там единственное, людям вам нужно объяснить, что все-таки мы отошли от практики круглосуточных, соответственно, амбулаторий врачебных сельских. Поэтому там уже будет полноценный дневной стационар, где люди могут, но при этом обратите внимание, чтобы лекарственные средства были. Ну и, конечно, я за вас, врачей, решить не могу. Вам придется решать проблемы с врачами. Я знаю, вы этим занимаетесь. Спасибо. Поэтому это тоже очень важное направление. При этом, я говорю, вы активно пользуетесь. Мы, несмотря на то, что бюджет сильно порезали, но все наши мотивирующие, стимулирующие выплаты для врачей, работающих в сельских территориях, мы оставили. Поэтому там этим тоже активно пользуйтесь. Поэтому по санаторию детскому я проведу отдельное совещание, вас, конечно, пригласим вместе с главным врачом, посидим, подумаем. Здесь надо определенную стратегию выработать, и чтобы там, ну, скажем так, он пользуется большой популярностью, и, соответственно, надо все равно туда вложить определенную энергию и деньги. Спасибо. Вот спасибо большое. Мы смотрели социологию по вам, люди вас поддерживают, опыт у вас большой, так что я думаю, что и предыдущие выборы вы хорошо у вас пройдут. Так что надеемся, что район будет развиваться еще сильнее. Спасибо, спасибо большое. Хлеб, булочки и торты – часть ассортимента продукции предприятия, куда отправился в рамках рабочей поездки по Гафурийскому району глава Башкортостана Ради Хабиров. Находится эта компания в селе Красноусольский. Здравствуйте. Здравствуйте, Ради Фаридович, рады встретить вас на нашем предприятии. Это наша гордость, это наша любимая мельница. Нашим украшением, визитной карточкой нашей предприятия. А здесь у вас что, типа кондитерский? Здесь у нас мини-пекарня. Это вход вот, в наш фирменный магазин при мини-пекарне. Здесь представлена разнообразная выпечка, кулинария, пироги со всякими начинками, пироги заливные, сладкие, кексы, слойки. Ну, всего очень много разнообразной продукции. А цех здесь, да, находится? Цех, да, мы потом пойдем в цех после магазина. А хлеб тоже вы печете, да? Да. Это вот тоже вы, да? Да. Здесь представлены булочные изделия, хлеба. Самые дешевые у нас. Вот у нас вот это 20 рублей ржаной, да. Подовый. Подовый ржаной, да. Здесь у нас вот пшеничный хлеб, Вот. да. В принципе, есть деньги, нет? Да, я возьму пару. При закваске хлеба вот это мы используем хмелевую закваску, да. Возьми мне 2 бутылки. Я когда в Кармаскалы езжу, там кармаскалинский хлеб мы прихватываем. У них тоже очень вкусный хлеб. Вот сейчас попробую. Дайте еще. У меня семья большая. Денис, на еще одну. Так. Вот это у нас как раз медовая вся продукция наша. Очень нравится нам всегда вот эти соты, и мы наконец смогли их воплотить. А второй, очень главной задачей нашего магазина является продвижение продукта крестьянско-фермерских хозяйств Гафурийского района. И вот вначале тоже у нас была всего лишь одна маленькая полочка, но со временем она все расширяется и расширяется, и уже вот зашли мы за пределы. Думаю, уже нужно еще холодильника 2 устанавливать. Здесь у нас это великолепный страус Смирновый. Вот они всегда представляют свою продукцию здесь. Здесь у нас Сейд-Баба, сыры знаменитые. Это полностью вот весь их ассортимент. Вот эта полочка идет. Дальше у нас Московы. У них ассортимент и масла, и творог, и получается сыры. Дальше это у нас Восход. Это Восход. Да, мы с ними работаем очень плотно. Очень хорошие. Мы и на детское питание берем, и берем на производство, и, соответственно, на реализацию в магазине. Но в магазин мы берем только высший сорт, а на производство разные, в зависимости от цены. Дальше здесь представлена сказочная поляна наша. Это у них родовое поместье. Они нам всегда представляют, и очень хорошо идет в нашем районе. Все гости заезжают. Масла все, чаи. Мы вместе с ним в этом году взяли проект на реализацию, детский проект. Это совместно с детьми сушка иван-чая и других лекарственных трав. Здесь 2 полочки у нас представлены. Это ООО «Мельница качества». Мы занимаемся производством полуфабрикатов из овощных.
это подготовка к детскому питанию. И сейчас я вас с целым холодильником познакомлю. То, что у нас в этом году получили декларацию и начали продвигать. И здесь пока два завода красноусольских по минеральной воде. А вы, получается, вы же еще школы наши кормите, да? Да, мы, собственно, самые первые в Курильском районе. У нас половина района. Ну, вроде все довольны. У нас мясо идет только с полей нашего Куфурийского района, то есть ни разу никакого мяса не заводилось. Вы договоры заключили на сколько на питание? У нас на год заключали. На год. Почему? Вот я же давал. А вам выгоднее, если вы на 3 года заключили? Конечно. Ну, просто до этого вообще были месячные договора. И так мы договорились, те, кто качественно делает, качественно, но при условии, что вы там делаете улучшение там, пищеблока и так далее, чтобы вы могли вложить деньги. На 3 заходите и делайте. Но я еще раз посмотрю, наверное, поэтапный переход будет. Вообще я сторонник, чтобы 5 лет. Вот вы зашли, вы 3-5 лет, и все, у вас же понятно все, и работаете. Потому что туда, чтобы все вот случайные люди не попадали, это такое социальное шпиталь. И вам понятнее, да? Вы знаете прогноз, куда двигаться и так далее. Здесь наша кулинария. Летом она пользуется таким спросом, что девочки просто не успевают. У нас работа идет круглосуточно. Начинали мы сначала только дневная работа, вот именно у кулинарии. Сейчас они все работают круглосуточно. А муку где берете? Муку в Оренбурге, Казахстан. Давлеканова ржаная мука. То есть, Давлеканова ржаная. У нас нету, да. например, Чтобы получился хороший хлеб, нужна хорошая мука. у нас может получиться хорошая мука, но для этого нужна своя мельница. Если будет мельница, то можно муку сделать. Тестоосадочная машина. Вот у нас Раньше мы делали это вручную, сейчас мы делаем это вот на этом автомате. и там Как? есть разные насадки, получается, Да, поэтому разные формы можно делать. формы. Есть струна, которая отрезает, по-всякому она работает. Когда были пакеты, мы туда представляли свою собственную продукцию. Это имеется в виду школы и сады, школы. В апреле, мае месяце. Наше печенье очень понравилось всем. Прям отзывы были очень-очень хорошие. Спасибо. Здесь у нас мы сами делаем слоеные теста. Вот тесто-раскаточная машина, тоже итальянская. Пироги, да? Пироги. Это пироги. Здесь у нас особенные пироги. Здесь делают пироги не просто дрожжевое тесто. Здесь делаются двухслойные, трехслойные пироги с натуральными начинками. Здесь делается очень вкусный пирог. Это вишня вишня с грецким орехом. Ну, перечислять можно очень-очень-очень много. Здесь у нас это наш кондитерский небольшой участочек. Готовили небольшой сюрпризик. Нет, вашей команде, пожалуйста, попьете чай. Это наш Куфурийский район и наша мельница. Давайте, можно я отправлю? в детский Можно, санаторий? конечно, можно. С удовольствием. Понимаешь, это детям отправьте. Спасибо. Вот, в санаторий туда. Спасибо, Рагош, спасибо. Ну, вы готовы начинать все 1 сентября? Да, Дети готовы, выйдут? конечно. Там мы еще до конца, у нас непонятно, сколько детей мы будем кормить, но количество людей будет больше, поэтому и работы у вас будет больше. Ну, то есть вы нашли вот так аутсорсера. Да, да. Правильное решение, когда сильная компания заходит, меньше проблем у вас. Санаторий же, они же кормили же, что вы. Олег Константинович. Здравствуйте. В санатории мы сейчас 3-ю обсервацию кормим. Да. Они кормили, все. Одноразовые все. Ладно, до свидания. Ой, спасибо Всего доброго. большое. Спасибо. Спасибо большое. Очень Спасибо. были рады. Мне тогда документы прям передайте завтра. Все, договорились. Увидимся Большое тогда с спасибо вами за... еще. Спасибо. Спасибо большое. Райфович, Куфурийский район порадовал? Да, порадовал. Люди живут, работают, команда главы старается. Вот. Есть определенные успехи, но вот я давно здесь не был, в этом районе, периодически бываю. Но вот сегодня это была, по сути, первая рабочая поездка. Мы так более плотно и глубоко посмотрели с главой, где помочь, а помочь тут нужно много где. Вот. Поэтому хорошее настроение, мы знаем, что делать, и за район порадовались. Вот. Как и везде, проблемы понятны. Очень большая проблема с медициной.
Нам много здесь еще ФАПов нужно делать, и врачей привлекать, и так далее. Ну, то есть все понятно, мы знаем, что делать, куда двигаться, будем двигаться вперед. Дороги здесь очень болезненная тема. А дороги мы сейчас сегодня решили. Мы даже приняли решение вот по той дороге, которой мы ехали к Зелиму, там 8 километров. Мы договорились, что они уже вот буквально завтра, послезавтра начнут работу. То есть дорога это будет сделана в этом году. Спасибо. До свидания. Все, давайте, хорошей дороги.